trupučiuką, bet, tiktai Justas nesupranta pas mus. Ne, geriau vis tiek versti. Хорошо. Благодарим Тебя, Господь, Dėkojame Tau, Dieve, что Ты нас собрал, kad Tu mus surinkai čia, потому что Ты любишь нас nes Tu myli mus и хочешь сделать нас сильнее в вере в Тебя. ir nori padaryti mus stipresniais Tavo tikėjime. Благодарим Тебя за это. Dėkojame Tau, Во Dieve. имя Иисуса Христа. Jėzaus Kristaus vardu. Аминь. Amen. Начал говорить по-литовски и все, сбился немножко. Очень приятно всех видеть. Labai malonu matyti visus. На прошлой неделе не было такое впечатление, что очень долго не был в церкви. Praeitą savaitę nebuvau, atrodo labai ilgai. Жена у меня какая-то заводная стала после Турции. Žmona labai užsivedus kažkokia. Тоже неделю не посидела в тишине и вдруг начала много эмоций выливать. Pasėdėjo tyloj biškį ir dabar daug jai reikia reikštis. Aš visą laiką tokia, nenada. В последнее время, разговаривая с людьми, понимаю одну такую мысль. Paskutiniu metu kalbėdamas su žmonėm iškyla tokia mintis. Некоторые люди вроде бы и верующие, Žmonės atrodo kaip ir tikintis, некоторые даже очень долго верующие, kai kurie net ilgai, daug metų, но они не определились со своей жизнью во bet Христе. jie neapsisprendė tikėjime su Jėzumi. Они вроде бы и верят, Atrodo lik ir tiki, но чуть ветерок подует, bet tik vėjelis papučia. и все, они, я не буду больше этого делать, я этого не буду делать. Ir aš daugiau nedarysiu to ir to nedarysiu. В церковь не буду ходить. Neįsiu į tą bažnyčią. А разве это не глупо? Argi tai nekvaila? Когда вы ходите на работу, Kada jūs einate į darbą, начальник на вас может помои вылить, juk viršininkas gali išpilti šiukšlės ant jūsų, но вы все равно же не оставите работу. bet jūs juk nepaliksit darbo. Ну правильно, надо же на что-то жить. Betgi reikia iš kažko gyventi. Но здесь, не знаю таких церквей, где бы, извиняюсь, очень уж издевались над людьми. Nu, nežinau tokių bažnyčių, kur šaipytųsi iš žmonių. И есть, конечно, некоторые проповедники, которые пробуют контролировать Aišku, yra tokių pamokslininkų, kur bando kontroliuoti своими проповедями. savo pamokslais, Но все равно, что это ты сам выбираешь, как тебе жить. juk tu pats apsisprendi, kaip tau gyventi, pasirenki. За тебя никто не может выбрать. Juk negali, už tave nieks negali pasirinkti. Ты можешь прийти на консультацию к человеку, Tu gali ateiti pa žmogų konsultacijos, но тебе самому придется выбрать путь. bet tau pačiam reiks kelią pasirinkti. Negirdi? То есть, ты сам выбираешь. Tu pats renkiesi. В твоей жизни нету виноватых Tavo gyvenime nėra kaltų людей. žmonių. Тебе никто не заливает алкоголь в рот, Tau niekas alkoholio nepila į burną. все почему-то винят родителей в своих бедах. Kažkodėl mes kaltinam savo tėvus dėl problemų. Ну, правильно, ну, родители, они воспитывают так, как они умеют. Teisingai, tėvai auklėja tos vaikus kaip moka, kaip gali. Но дальше-то ты сам выбираешь путь. Bet toliau juk tu pats renkies kelią.
А тем более, когда ты верующий, O tuo labiau, kai tu tikintis. когда в твоих руках есть карта жизни, Tavo rankose yra gyvenimo žemėlapis. žemėlapis. Okay. Когда тебя ведет Господь, Kada tave veda viešpats. просто-напросто надо научиться Ему доверять. Tiesiog reikia išmokti juo pasitikėti. И все. Ir viskas. Евангелие от Луки, Luko Evangelija. 9 глава, 61-62 стих. Kokia eilutė? Pirma Шаманта. 61. Еще один человек сказал ему: «Я пойду за тобой, Господь, но позволь мне прежде пойти и попрощаться с моей семьей». Иисус ответил: «Ни один человек, положивший руку на плуг и оглядывающийся назад, не пригоден для Божьего Царства». Dar vienas tarė, aš seksiu paskui tave viešpatė, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė, ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Что здесь Иисус говорит? Ką Jėzus čia nori pasakyti? Те, кто не пахал плугом простым, Kas neria arklu, тот просто-напросто не понимает, что такое идти за плугом. tas negali suprasti, ką reiškia eiti paskui arklą. Я парень не деревенский, конечно, Aš ne kaimo vyras, но один раз мне пришлось взяться за плуг. bet vieną kartą man teko arti. Это надо очень внимательно следить и за конем, и за плугом, и куда ты идешь, и какая скорость. Labai atidžiai reikia stebėti ir arklą, ir arklį, ir kokiu greičiu tu eini. У тебя даже нет возможности развернуться и посмотреть, что там кто делает. Nėra net galimybės apsisukti ir pažiūrėti, kas čia ką daro. Может быть, кто уже давно этим занимается, Galbūt kas senai tuo užsiima, может быть, им может как-то в какой-то момент повернуться. gali pasisukti, Но это очень тяжело. bet tai labai sunku. О чем здесь Господь говорит? Taigi ką čia viešpats sako? Если ты встал на эту дорогу, иди прямо. Jeigu tu eini tuo keliu, eik tiesiai, Не поворачивайся. nesisukiok. Это примерно как с Лотом, Panašiai kaip su Lotu, с его выходом из Содома и Гоморры. kada jis išėjo iš Sodomos ir Gomoros. Когда он уже, Господь ему сказал: «Выйди», Kada Dievas pasakė, išeik, и он его предупредил: «Не оглядывайся, ir jis perspėjo, neatsisukinėk, не оглядывайся то, что у тебя сзади». nežiūrėk, kas už nugaros tau. Его жена не выдержала, посмотрела. Ir jo žmona atsisuko. Она еще не оставила этого города Ji nepaliko to miesto и превратилась в соляной столб. ir pavirto į druskos stulpą. Понимаете, если мы уже решили встать на эту дорогу, Jeigu jau nusprendai atsistot į kelią, идите вперед. eikit pirmin. Забудьте, что у вас за спиной. Pamirškit, kas už nugaros. Идите вперед. Eikit pirmin. Все, что у вас за спиной, если вы будете смотреть то, что у вас было вчера, Jei žiūrėsit, kas buvo vakar, а еще 10 лет назад, o galbūt 10 metų atgal, или в детстве, ar vaikystėje, это вас будет останавливать jūs tai stabdys от дороги вперед. nuo ėjimo pirmin.
Э, Господь нас учит, смотрите вперед, Viešpats mus mokina žiūrėti priekį. смотрите на меня, Žiūrėkit į mane. я ваш путь, Aš jūsų kelias, sako Jėzus. я ваш путь. Aš jūsų kelias. И когда мы смотрим, но как мы можем увидеть Иисуса? Kaip mes galim pamatyti Jėzų? Его ж не видно. Juk jo nesimato. Как нам на него смотреть? Kaip į jį žiūrėti? Есть один ответ. Yra vienas atsakymas. Иисуса Христа мы можем увидеть только глазами веры. Tik tai tikėjimo akimis mes Jėzų pamatom. Как один проповедник говорил, Kaip vienas pamokslininkas sakė, он все просил, чтобы увидеть Иисуса. jis vis prašydavo, kad nori Говорит, я Jėzų хочу тебя pamatyti. увидеть, Aš noriu tave pamatyti. как ты выглядишь, Kaip как tu atrodai? кто. И он говорит, я понял одно. Ir aš vieną supratau. Ему Иисус, к нему Иисус приходил, и так я не в теле, но явным таким способом. Jėzus pas jį neatėjo kūne, bet kaip? Javne. Ateidavo pas jį ne kūnu, bet jis suprasdavo, kad jau Jėzus šalia jo. Тогда, когда он был в такой самой своей простой форме. Tas žmogus. Jo. Nu, kažkaip. Tada, nepagauna. kada jis buvo jau prašiausiai savo tikėjimo daly kelio. Ačiū. Спасибо. Самое легкое, как мы можем увидеть Господа, это только глазами веры. Paprasčiausiai Jėzų pamatyti tik tikėjimo akimis. Послание римлянам 10:17. Romiečiams 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Taigi tikėjimas iš klausimo, o klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. И еще новый русский перевод так гласит. Итак, вера приходит от услышанного слова, слова о Христе. Ir rusiškas vertimas išvers pats. Tikėjimas ateina išgirsto žodžio, и tas žodis apie Kristų. Понимаете, что слово, которое Господь нам дает, Žodį, kurį mums duoda Jėzus. оно приносит жизнь. Jį atneša, tas žodis atneša gyvenimą. Потому что тогда, когда мы первый раз услышали о Христе, Kada mes pirmą kartą išgirdom apie Jėzų, по крайней мере, когда я услышал о Христе первый bent раз, jau kai aš pirmą kartą išgirdau, я не понял, что еще со мной случилось. aš net nesupratau, kas su manim atsitiko. Я шел как блаженный. Ėjau kaip Квайлялись. kvailelis, apsvaigęs žodžiu. Иду, улыбаюсь, Einu, šipsausi, а что улыбаюсь, не o понимаю. ko aš šipsaus, nesuprantu. Не, зубы я не вставлял. И второй раз вот такое вот, такое же яркое впечатление у меня было тогда, когда я просил у Господа радости. Ir antrą kartą aš tai išgyvenau, kai iš Dievo prašiau džiaugsmo. Тогда была зима, и совсем погода мне не нравилась. Buvo tada žiema ir man visai nepatiko tas oras. И все мне уже было надоевше. Jau man viskas buvo nusibodę. И я рассуждал, что такое Царство Божье. Ir aš svarščiau, kas yra Dievo karalystė.
И вспомнил, что Слово Божье говорит, Ir supratau, prisiminiau, ką sako Dievo žodis. праведность, мир и радость – это есть Царство Божье. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas - tai ir yra Dievo karalystė. Я понял, ну, мир у меня есть, Ir aš supratau, ramybė pas mane yra, праведность есть, потому что teisumas yra. где моя радость? Kur mano džiaugsmas? Значит, если нету радости, значит, я не живу в Царстве Божьем. Jeigu nėra džiaugsmo, reiškia, aš negyvenu Dievo karalystėje. Если у меня какие-то в голове тараканы бегают, Jeigu pas mane tarakonai galvoj lakioja, которые приносят мне депрессию, kurie atneša man depresiją, значит, я не живу в Царстве Божьем. reiškia, aš negyvenu Dievo karalystės. Подумал я об этом Pagalvojau apie tai и забыл. ir pamiršau. Там, на следующий день или еще позже немножко Ir kažkur už dienos, ar šiek tiek vėliau, практически та же самая история. praktiškai ta pati istorija, Я не люблю вставать рано утром, nepatinka man keltis anksti но ryte, рано утром мне надо было идти открывать двери. bet man reikėjo anksti ryte keltis ir atidaryti duris. Я иду, Einu, погода такая же паршивая. oras toks pat bjaurus, Иду и вдруг понимаю, что мое лицо слишком радостное, даже для меня, хоть я его не вижу. einu ir suprantu, kad mano kažkoks labai laimingas veidas. Что-то внутри такая радость Kažko tai откуда-то. viduj toks džiaugsmas. Ситуация вообще не изменилась за 2 дня. Situacija visai nepasikeitė. Но я иду и радуюсь. Bet aš einu ir džiaugiuosi. Я просто-напросто понял, что это Господь Ir aš tiesiog supratau, kad tai viešpats наполнил меня радостью. pripildė mane džiaugsmą. Это показывает только одно, Tai rodo tik vieną, что Слово Божье показывает нам путь. kad Dievo žodis rodo mums kelią. Путь к тому, что мы были счастливыми, Kelią, kad mes būtume laimingi, несмотря ни на что. nežiūrėdami į nieką. Давайте сейчас о радости еще прочтем Apie в džiaugsmą письме Иакова, Jokūbo laiškas, с первая глава. Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость. А стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми, цельными, без всяких недостатков. Laikykite, broliai, tikrų džiaugsmų, kai pakliūvate į visokius išbandymus. Supraskit, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė tai subręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantis. Мы ж люди не рождаемся сразу все умеющие. Juk mes negimstam mokėdami džiaugtis. Kaip? Виска, мукедами дарить. Viską mokėdami daryti, negimstam. Когда ребенок рождается, он вообще ничего не умеет. Умеет только кушать. Vaikas, kai gimsta, jis iš vis nieko nemoka, tik valgyti. Čiulpti tik tai. Ну, ты висен вал. Это умеет только кушать. Jo. Это умение у нас остается всю жизнь. Мы это самое лучшее умеем в Jau жизни. tą mes geriausiai mokam, iki pat gyvenimo galo. Но всему остальному мы учимся. Bet visą kitą mes mokinamės. Так же и с верой. Tas pats su tikėjimu. Иисус, когда говорил о вере, говорит, вера это как Iš kur aš žinau rusiškai? гостичное зернышко.
Tikėjimas, kai garstyčios grūdelis. Когда оно попадает в землю, Kada įkrenta į žemę, она вырастает в большое дерево. išauga į didelį medį. Понимаете, вера, она должна расти в нас. Tikėjimas turi aukti mumyse. Но чтоб любое дерево, ну, все, что растет, Bet viskas, kas auga, ну, нужны удобрения. reikalingos trašos. В то время самое лучшее удобрение было это навоз. Tais laikais pats geriausios trašos buvo mėšlas. Тогда не было химических удобрений. Nebuvo chemijos. Так вот, поймите, люди добрые, Taigi supraskit gerieji žmonės. чем больше в вашей жизни навоза, тем лучше дерево вырастет. Kuo daugiau mėšlo jūsų gyvenime, to geriau medis užaugs. Веры. Потому Tikėjimo что medis. Слово Божье говорит, что испытание взращивает нашу веру. Ne žodis sako, kad išbandymai užaugina mūsų tikėjimą. Кто радуется в испытаниях? Kas džiaugiatės išbandymu? Кому проблемы нужны? Kam reikalingos problemos? Ну, никто добровольно не просит, Господь, дай мне испытание. Niekas Да? neprašo, duok man išbandymų Dieve. А уж неверующие вообще не дай Бог испытания. A netikintis, tai iš vis neduok Dieve išbandymų. Но хотим мы или не хотим, все равно проблемы же есть в нашей жизни. Norim ar nenorim, vis tiek tų problemų yra gyvenime. Просто как мы их принимаем. Bet tik skirtumas, kaip mes juos priimam, tos išbandymus. Interpretuoju. Или мы, как нас учит Слово Божье, радуемся, Ar mes, kaip moko Dievo žodis, džiaugiamės, понимая, что мы все равно пройдем. suprasdami, kad vis tiek praeisim, Или ворчим ar mes murmam и впадаем в депрессию. ir papuolam į depresiją. Два выхода, Du išėjimai, две дороги у нас. du keliai. Выбирай любую. Pasirink, kurį nori. Хочешь сидеть в депрессии, пожалуйста. Nori sėdėti depresijoje, sėdėk. Но всегда есть выход. Bet visuomet yra išeitis. Ты можешь просто-напросто начать искать Бога, и ты найдешь выход в нем. Gali pradėti ieškoti, kaip neišgirdau, atsiprašau. Viešpatį. Ką? Gali pradėti ieškoti viešpatį, atrasi išėjimą. Давайте прочтем Псалом Psalmę paskaitysim. 33:19, Tai lietuviškai turbūt kita bus. 34. 30, kur čia tas psalmės? 33, 33, 30. 33 коровы, 3. Да, кому что. Nu iškilo dabar. Ką? Nieko. 34. 19. 34, 19. Близок Господь к сокрушающим сердцем и смиренным духом. И смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Viešpats arti. Убьет грешника зло, и ненавидящий праведного погибнет. Viešpats arti tų, kurie sielojasi ir gelbsti iš nevilties apimtuosius. Daugel vargų ištinka teisųjį, bet viešpats išgelbsti iš jų visų. Jis saugo visus jo kaulus, kad ne vienas jų nebūtų sulaužytas. Toliau.
Nelabumas varo į mirtį nedorėlį. Teisijo priešai bus nubausti. Viešpats atperka savo tarnų gyvastį, kas ieško jo užuovėjos, tas bus išgelbėtas. Padauginai. 34. Nuo 19 iki galo. Здесь Давид знал о проблемах. Ar Dovydas žinojo apie problemas? Давид знал о проблемах. Dovydas žinojo, ką reiškia problemos jo gyvenime. Taip. И здесь Давид говорит, что Господь выводит из всех проблем. Ir čia Dovydas sako, Dievas išveda iš visų problemų. Но что самое интересное, что он сказал, Bet įdomiausia, ką jis čia pasakė, что убьет грешника зло. kaip, kuri čia eilutė, Čia 22. nelabumas varo į mirtį nedorėlio, teiso priešai bus nubausti. Ну, ты, понимаете, не Господь убьет грешника, Ne Dievas nubaus nusikaltėlį, nedorėlį. грешника убьет зло. Nedorėlį nubaudžia piktis, blogis. Kaip čia? Мы почему-то, если в нашей жизни появляются проблемы, Kažkodėl, jeigu mūsų gyvenime atsiranda problemos, мы всю беду валим на Бога. mes suverčiam viską ant Dievo. Вот Бог виноват, что у меня проблемы. Vat Dievas kaltas, kad pas mane problemos. Но Давид говорит, грешника убьет зло. Bet Dovydas sako, kad nedorėlį pražudys blogis. Читал такую статью. Skaičiau tokį straipsnį. В Англии женщина, следя за навигатором, Moteris sekė navigatorių и въехала в море. ir įvažiavo į jūrą. Я понимаю, что надо смотреть на навигатор, Suprantu, kad reikia žiūrėti į navigaciją, но все-таки правила дорожного движения учат, что мы должны следить за дорогой. bet taisyklės mokina, kad reikia žiūrėti į kelią. И до какой степени надо верить навигатору, Iki kokio laipsnio reikia tikėti navigaciją, чтобы въехать в море. kad įvažiuoti į jūrą. Вот мы иногда верим дьяволу Mes tikime piktuoju больше, чем Богу. labiau negu Dievu, jo žodžiu. Мы дьявола слушаем и верим ему, доверяем ему больше, чем Богу. Mes daugiau pasitikim piktuoju negu Dievu. Слово Божье говорит, Dievo я žodis sako, никогда тебя не оставлю. aš niekada tavęs nepaliksiu. Но чуть нас прижало, Tik biški prispaudė и мы уже кричим, Господь меня оставил. ir jau rėkiam, Dievas mus paliko. Все, зачем мне это нужно и так Ką далее. man и to так далее. reikia? Но что говорит Слово Божье? Ką sako Dievo žodis? Что говорит Слово о Христе? Apie Kristų. Слово о Христе говорит, что никогда тебя не оставлю. Dievo žodis sako, niekada tavęs nepaliksiu. Даже если мать и отец тебя оставят, Jeigu tėvas ir motina tave paliks, aš nepaliksiu. я тебя не оставлю. Aš tavęs nepaliksiu. Даже если мать и отец тебя оставят. Jeigu tėvas ar motina paliks, aš tavęs nepaliksiu. Бог нас всегда ведет. Dievas visuomet mus veda, Верим мы или нет. tikim ar ne, Только Бог нас оставит, tik tai Dievas mus paliks, нашей жизни конец. mūsų gyvenimui galas. То, что мы до сих пор живы, Tai, kad mes gyvi iki šiol, неважно, верующий ты или нет, nesvarbu, tu tikintis ar ne,
Только Бог уберет свою милость Tik tai Dievas patrauks savo malonę из твоей жизни, iš tavo gyvenimo. дьявол тебя убьет сразу. Velnas iš karto tave pribaigs. Потому что дьявол приходит Nes velnas ateina убивать. nužudyti. У него нету сентиментов к тебе. Pas jį nėra sentimentų tau. Он старается тебя уверить, что Бог тебя оставил. Jis meluoja tau, bando įtikinti, kad Dievas tave paliko. Но Бог не оставляет. Bet Dievas Человек. nepalieka. Он борется за него до последнего. Dievas kovoja su tavim Dėl tavęs. dėl tavęs iki pat galo. Запомните, убивает зло, Prisiminkit, nužudo blogis, а праведного Бог выводит из всех ситуаций. o teisųjį Dievas išveda iš visų situacijų. Это не значит, что вы никогда не будете ошибаться. Tai nereiškia, kad jūs niekad neklysit. Просто помните, что Бог вас любит. Tiesiog prisiminkit, kad Dievas jūs myli. Всегда. Visuomet. В любой ситуации призывайте Иисуса Христа, Bet kokioj situacijai šaukitės Jėzaus vardo и Он спасет вас. ir Jis jūs išgelbės. Другого спасения нет на этой земле. Nėra kito išgelbėjimo šitoj žemėje. Нет другого Спасителя. Nėra kito gelbėtojo. Во всем, все, что в твоей жизни есть, Tai, kas yra tavo gyvenime, все можно исправить. galima viską pataisyti. Все исправляется. Viskas pataisoma. Нет проблем таких, которые нерешаемые. Nėra problemų, kurios neišsispręstų. Даже без Бога многие проблемы можно решить. Netgi be Dievo išsisprendžia kai kurios problemos. Спасение твоей души невозможно без Иисуса Христа Bet решить. tavo sielą išgelbėt be Jėzaus neįmanoma. И самое главное, что у нас есть. Ir tai yra svarbiausia, ką mes turim. И как последняя строчка в псалме говорит, «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Kuri eilutė? Paskutinta. Viešpats atperka savo tarnų. Gyvasti, kas ieško užuovėjos, tas bus išgelbėtas. Kažkaip lietuviškai kitaip skamba. Да. Но, понимаете, только Господь избавит Tik нас tai viešpats от всех išgelbės проблем. iš visų problemų. И только Господь может наполнить нас радостью. Tik tai Kristus gali pripildyti tave džiaugsmu. Как Давид в псалме говорит, Ką ir Dovydas sako čia psalmėje. Kitur. Что накрою стол пред лицом врагов твоих. Kad paruošiu stalą tavo priešų akivaizdoj. Представляете, как злятся враги твои. Ar įsivaizduojat, kaip tavo priešai pyksta? Когда ты сидишь за столом, Kai tu sėdi už stalo если Господь накрыл этот стол, он очень хорош. ir jeigu viešpats tą stalą padengia, jis labai geras. Так что просто-напросто давайте дальше искать Господа. Tiesiog palinkėjimas toliau ieškoti viešpaties. Аминь. Amin. Мы дома с тобой разберем. Tai užbaigt maldą reikia. Э, pamokslą. Nieko nebaigiu. У нас еще есть одна часть в нашем служении, это пожертвование. Dar mes turim paukojimus. Если есть желание, Jeigu жертвуйте. yra noras, Если нет, то paaukokit. не Jeigu желаю. nėra, tai И neaukokit. пойдем поздравлять Гинтераса с днем рождения. Ir šiandien
mes nusprendėm, kad ir gintaro nėra, bet ten prie stalo mes jį pasveikinsim. Я столько не говорил, сколько она говорит. Padainuosim su gimimo diena ir po to, kada Всё. mes kalbėsim su juo per video, mes jam parodysim. Taip, kad dainuokit iš visos širdies, gerai, su gimimo diena. O gal mes dar sugėdosim kažką? Nenorit gėdot? Nu, kas čia darosi? Tuoj aš pradėsiu gėdot.